Всем мира, друзья! В прошлом выпуске мы говорили о Казанском ханстве после Улуг-Мухаммада и узнали, что уже через 20 с небольшим лет встал серьезный вопрос о престолонаследии в Казанском ханстве между сыном Улуг-Мухаммада Касымом и внуком Улуг-Мухаммада Ибрагимом. Ситуацией воспользовался московский князь Иван III, начавший поддерживать хана Мещерского юрта Касыма. Сегодня узнаем, как разворачивались события в дальнейшем. Поехали! Вмешательство русского правительства в дела Казанского ханства, вызванное как будто незначительными династическими соображениями, настолько совпадало с видами русской великодержавной политики, что оказалось причиной серьезной войны между обоими государствами. Русские, первые поднявшие оружие против казанцев, в течение этой войны вели энергичное наступление. В то же время еще не могло быть и речи о стремлении русских к завоеванию Казанского ханства, и истинные цели их агрессивной политики вполне выяснились лишь через 20 лет, но наступательный характер их действий обнаружился совершенно определенно. Первые шаги русских против Казани были неуверенны и довольно неудачны. Русское войско, данное на поддержку Касыму, встретило хорошо организованное сопротивление среди казанцев. Хану Ибрагиму без труда удалось объединить силы своего государства и дать дружный отпор вмешательству иностранцев. Оппозиция оказалась бессильной противодействовать подъему национального чувства, и, может быть, самому Касыму ничто не повредило так сильно, как поддержка, оказанная ему русским правительством. Когда русские вступили в пределы Казанского ханства, они были встречены казанским войском и не решились даже на попытку совершить переправу через Волгу. Перевес казанцев был настолько очевидным, что русский отряд после первой же встречи немедленно повернул обратно, и таким образом его поход окончился неудачно. Борьба за престол была окончена, и сам претендент хан Касым вскоре скончался, но казанское правительство хорошо разглядело стоявших за спиной Касыма своих настоящих врагов и решило продолжить войну. Ввиду наступления осени хан Ибрагим не пошел на Нижний Новгород и возвратился в Казань, но зимняя кампания все-таки состоялась. Казанцы наметили пунктом для наступления на русскую землю город Галич. Казанский отряд разграбил окрестности Галича, но укрепленного города взять не смог. Русское правительство послало войска в пограничные города Галич, Кострому, Нижний и Муром. Из Галича русские сделали ответное нападение на Черемисскую территорию, входившую в состав Казанского ханства. Они жгли селения, грабили и убивали крестьян. До Казани русские так и не добрались. Набег на черемисских крестьян был не больше, как карательной экспедицией, оплатой за нападение татар на Галич. И как будто иронией звучат слова Карамзина о том, что начальник отряда, без битвы пролив множество крови, возвратился с именем победителя. Казанцы в долгу не остались. Против русских пограничных городов было послано войско. Удачнее всего были военные действия в северной полосе. На Галичском направлении казанцы продвинулись до реки Юга и взяли крепость Кичменгу. На Костромском направлении казанцы заняли две волости. Менее удачны были военные операции на южном участке. На Нижегородском направлении казанцы потерпели урон, и князь Хаджумберде взят был в плен. На Муромском направлении наступление казанцев также было остановлено. Одновременно с операциями на Приволжском театре войны Хлыновский военный отряд спустился по реке Вятки на Каму и начал действовать в тылу у казанцев, совершая нападения на купеческие суда на внутренних путях государства. Казанское правительство было вынуждено послать войско на север, чтобы обезвредить гнездо вятских ушкуйников. Казанцы выполнили эту задачу успешно. Главный город Вятского края Хлынов был взят, и туда был назначен казанский наместник. Русский партизанский отряд вынужден был удалиться вверх по реке Каме и кружным путем через Вычегду достигнуть Устюжской земли. Весною 1469 года русское правительство предприняло первый большой поход против Казани. План военных действий сводился к тому, чтобы стиснуть Казань с двух сторон, сверху и снизу по Волге.
С этой целью были сформированы два войска в Устюге и в Нижнем Новгороде. Устюжный отряд должен был спуститься по Маломее, Вятке и Каме и достигнуть Казани снизу, а Нижегородское войско двинуться сверху по Волге. Этот план потерпел полную неудачу. Русские отряды, действовавшие изолированно, прибыли к Казани в разное время и были отражены по частям. Оба русских войска отступили. По получении донесения о соединении Устюжского отряда с Нижегородским, московское правительство вновь вооружило его, снабдило продовольствием и одеждой, отличило наградами и приказало вновь наступать на Казань. Войска были посланы братья великого князя Юрий и Андрей. Наступление состоялось в конце августа, и 1 сентября русские начали осаду Казани, но вскоре последовали мирные переговоры и состоялось заключение договора между воевавшими сторонами. Мир был заключен на условиях, доставивших удовлетворение русскому правительству по всей воле великого князя. Историк Сергей Михайлович Соловьев говорит: «Мы не знаем, в чем состояла эта воля, знаем только, что хан выдал всех пленников, взятых за 40 лет». Таким образом, становится ясной целью этой войны со стороны русского правительства. Оно желало добиться освобождения из неволи попавших к казанцам русских людей. Мирные отношения между Казанью и Москвой не нарушались в течение 8 лет. В феврале 1478 года казанцы открыли военные действия против Хлынова, присоединение которого к московскому государству усиленно добивалось правительство Ивана III. Это дало России повод к началу войны. Соловьев отмечает, что как нарочно хан Казанский нарушил мир в то самое время, когда Иоанн привел Новгород окончательно в свою волю и мог обратить оружие на восток. Действительно, трудно видеть случайность в таком совпадении начала войны с моментом завершения русских новгородских походов, но едва ли такая преднамеренность исходила со стороны казанцев. Естественнее всего допустить, что не хан Казанский нарушил мир, как нарочно в этот самый момент, но само русское правительство объявило войну тогда, когда нашло наиболее выгодным для себя. Весной 1478 года русский отряд подступил Волгой к Казани, но вскоре же отошел обратно без всякого результата. А летописцы относят причины отступления к сильной буре и дождю, которые помешали приступу. Разумеется, ни буря, ни дождь не могли бы помешать осаде Казани, если бы она была организована достаточно основательно. Можно допустить, что какой-нибудь сильный шторм уничтожил на Волге суда и продовольствие, и, очевидно, русские не смогли возобновить осаду и отступили без всякого результата. Одновременно с этим походом вятские и устюжские уйкушники разбойничали на Каме. Русские источники говорят, что хан опять заключил мир на всей воле великого князя, но тот же историк Соловьев добавляет: воля эта опять остается неизвестной. Трудно подумать, чтобы русские после неудачного похода могли предъявлять какие-либо существенные условия. Во всяком случае, эта война для русского правительства ничего не дала. Хан Ибрагим скончался в 1479 году. Он имел детей от двух жен, от царицы Фатымы 3 сыновей, Али Худайкула и Меликтагира, и от царицы Нурсултан 2 сыновей, Мухаммад Эмила и Абдуль-Латифа. Кроме того, у него было несколько дочерей, из которых получила известность одна царевна по имени Кавгаршат. По смерти Ибрагима его вдова Нурсултан вышла замуж за крымского хана Менглигерея и из Казани уехала в Бахчисарай. О Менглигерее и Крымском ханстве смотрите 19 и 20 выпуски «Татарское время». Это событие, свидетельствующее о политических, культурных и экономических связях, существовавших между Казанью и Крымом, чрезвычайно способствовало упрочнению этих связей и в дальнейшем имели важные следствия, так как явились источником крупных политических событий. Вместе с матерью маленький царевич Абдул-Латиф отправился в Крым ко двору своего отчима. В 1480-х годах обнаружилось окончательное расслоение руководящих кругов казанской аристократии на две политических партии. Кружок Абдульмумина показывает, что уже в 60-х годах солидарности между казанцами не существовало, но недостаток источников не позволяет объяснить происходившие в то время события с достаточной полнотой.
В 80-х же годах расслоение оказалось уже более глубоким и вполне определившимся. Стремления же обоих групп получили свою характерную окраску. Поводом к возникновению открытой борьбы, как и в 60-х годах, явился вопрос о ханском престолонаследии. Сторонники одной партии провозгласили ханом Али, сына Фатимы. Приверженцы другой группы выдвинули кандидатуру царевича Мухаммад Эмина, сына царицы Нур-Султан. Вокруг имени Мухаммад Эмина сгруппировались лица, заинтересованные в союзе с Россией, по всей вероятности, представители той части торгового капитала, которая находилась в тесной зависимости от русского рынка. Напротив, сторонники хана Али опирались на союз с ногайскими татарами и, очевидно, тяготели к среднеазиатскому рынку. Добывание русских невольников и продажа их на восточные рынки делали естественным для этой партии стремление к войне с Россией и, в свою очередь, вызывали враждебное отношение со стороны русских. Опираясь на вооруженную силу, в особенности на поддержку ногайских татар, партия восточной торговли провозгласила ханом Али, законного наследника престола. Мухаммаду Эмину же пришлось покинуть пределы Казанского ханства, и партия русской торговли направила десятилетнего царевича в Россию под покровительство великого князя, а не в Крым, где жила мать юного иммигранта. Русское правительство благосклонно приняло Мухаммада Эмина и обещало оказать содействие ему в возведении на престол, но на деле Ивану III было не до него. Он был занят свержением татарского ига. Царевич же Мухаммад Эмин был оставлен в России, и в управлении ему был дан удел – город Кашир. Друзья, обязательно пишите ваши комментарии под видео. Нам очень важно знать ваше мнение о наших выпусках. О мощных татарских лайках вы помните и сами, а вот если еще не подписались на наш канал, то обязательно это сделайте. Следующий выпуск будет также посвящен Казанскому ханству. С вами был Ринат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.